Ребята, сегодня новый видосик такой коротенький, быстренько запишу. В общем, человек сказал, меняли рейку, и что-то там после того, когда поменяли рейку, что-то случилось. И получается, есть вот контрактный с правой, это от правой стороны? Да, правильно. Ну хорошо, потому что если левый поставят, не будет показывать. В общем, вот эта штука переводится как неисправный предмет, какой-то инородный предмет с правой стороны подцеплен. В общем, сейчас поменяем, посмотрим. Говорит, на кочках, на колебаниях происходит датчик начинает, ну чек загорается, в общем, по АБС-ке. В общем, сейчас скину и буду ковырять. В общем, маленечко я решил проверить еще батареечку. В общем, парень зайдет еще ко мне на обслуживание, как я понял. Контакты почистить, посмотреть. Ну, она такая ровненькая. Видно, 15-40 везде. В общем, нормальная батареечка, но все равно обслуживание никто не отменял, поэтому как-то так. Сейчас мы подъедем, АБС-ку поменяем. Вот, не будем его мурыжить. Нормально все. Дельта-сок по нулям. Дельта-сок по нулям. Ну, в принципе, все нормально здесь. Разбег маленький. Лучше проверять его на моем стенде. В общем, закрываем. Выключаем. Вот такой вот аппаратик. Тапки. Прям по красоте. Прям колеса, красота. Но я бы, конечно, не стал такие ставить. 225 на 50 на 18. Ё-моё. Бриджики. В общем, сейчас посмотрим АБС-ку. Вот. АБС-ку. Тут надо чуть-чуть снимать подкрылки. Короче, грязноватая такая работа. В общем, сейчас займусь. Вот это тапок так тапок. Ну-ка. Ё-моё. Ну это колотушки. Диск. Офигеть, блин. Сейчас поснимай, пожалуйста. Чисто в прикол. Пойдем проверим. С той стороны. Ну, рядом поставьте. Подожди, камушек. Он катится. Вот этот топочелло. Вот это тапок так тапок. Охренеть разница. Ладонь. У меня полностью ладонь. Может его. Фига себе. Тапочек. Поснимаем. Вот с такими колесами. Ребята, вас ждет вот такие приколы. Вас ждут. Вот лонжерон. Уже так чистенько натерло. Но разборные стойки уже у тебя. Это уже зачет. Но есть коррозия. Дердявчина. Сейчас АБС-ку отключим. В общем, подкинул новый датчик контрактный АБС-ки. Вот, посмотрим, что будет. Сейчас на гравичку еще смотаемся куда-нибудь. Тут рядом есть, кстати, горвика. Вот, прокатимся, посмотрим, загорится или нет. Компьютер с собой возьму. Проверим, из-за чего именно она загорается. В общем, сейчас поедем, прокатимся на тапках. На 18-х тапках. Поедем, чуть прокатимся. Условия создадим похожие. Подержи, поснимай, пожалуйста. Так. Esquire, 1,5 мульта успел, говоришь, да? Купить. Ну. Сейчас, блин, ценник вообще страшный. Так. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Все, ничего не горит. Фига, тут микрофончик даже прикольненький такой. Да, да. Профессиональный, да. Так.
Но я знаю, где есть тут такая дорога, которая имитирует вот эти все неровности. В принципе. Ну, камера что-то это для TS слабоватая, да? Грустная какая-то. Так, ну шкрябает, да, задевает. Ребята, будете знать, что у вас будет задевать, если так будете кататься такими большими тапками. Так. Сейчас я шапку свою уберу вот в этой шапочке. Ну пора уже шапку одевать, что-то 9 градусов тепла, совсем слабенько, конечно. Вот, уже перекосы были только что. Сейчас мы чуть-чуть по-другому поедем. Я научился здесь не нарушать двойную сплошную. Руль туговастый. Может, из-за колес? У меня вообще легко крутится. Прям вообще четко крутится. Так. Никто не нарушает. Никто не нарушает. Вот здесь хоба. Хоба. Сейчас мы по дорогу съездим, посмотрим. А вот тут уже разрыв есть, так что не взять. Ну-ка. Ничего себе, там сабвуферочек у нас Упал. ничего не оборвется, все нормально. Че гремит? Очки. Ну, я в этот и выложу. Так. Это еще скрипит. А, в той стороне этот отвертка лежит. Да? Надеюсь. Там где-то скрипит под торпедой. Вот здесь плохая дорога, ребят. Почему я знаю ее, эту дорогу? Потому что этот эксперт здесь. И багажник где. Чуть-чуть частный сектор. Смотрим. Примерно сымитируем именно те условия, при которых у человека загоралась АБС. В принципе, так-то высокая все равно машина. Считай, колеса-то высокие, вот настолько выше моей. Ну, У меня высокая, но вот тут еще вот на сантиметра 2, наверное, выше. Вот да я примерно- сюда недавно заезжал, сразу загоралось после Вот сюда, да? Ну, Заезжал сюда. ну, к эксперту заехал. А какой скорости ехал? Такой же? Медленный. Тогда назад медленно поедем. Должна была уже загореться. Должна была уже загореться. Это 100%, да? По-любому, да. Все, тогда, значит, дело было в этом датчике. Но прикольный там перевод этой ошибки был. Прям посторонний предмет якобы какой-то. А тут бы уже показал бы, видишь, да? Чуть-чуть дальше проедем, посмотрим, что там. Вот эксперт наш любимый. Но Вокси, Нох Эсквайр вообще это просто топ. Я не знаю. 70-й кузов, конечно, тоже топ. Но не такой топ, как гибрид сила. Потому что гибридная сила это совсем другое дело. Вот кирдямский песок тут навезли. Ну вот примерно вот такая кочка показала уже, да? Все, что я требовала заказать. Неисправный датчик, может быть, где-то он там подрывчик у него был, может быть, надрывчик внутри. Прозвонить его, посмотреть. Либо грязь, или что, да? Грязь, ну вряд ли, но он такой открытый там. Открытый. Можно было бы, ну, в принципе, потом, если у тебя зимой порвется, но у меня рвались они зимой. Зимой не ездил еще? Нет. У меня зимой именно в полтинник они. Сперва один порвался, а потом второй. Чисто на кочке. Вот так, чих! И получается именно в одном месте только. Сейчас у меня 2 штучки есть в запасе, которые мои старые. Их просто Анатолий. Анатолию привет. Анатолий сделал мне. Вот. В принципе, зимой буду брать у ребят АБС-очки на восстановление. Вот. На запайку хорошую. ГГХЛ наращивать вот такой кусочек ГГХЛ. Кабель гибкий, хладостойкий. Хладостойкого ставишь и все. Ну, двери скрипят. Единственное у тебя. Ну да. Ну Надо- это болезненно, да? Я знаю, что делать с дверью. Там лайфхак видео, что Чё, это термоусадку, да? термоусадку? А, сверху. Да, сверху. Сверху термоусадка, это не там скрипит. А где? Скрипит-то не в этом пальце, который направляешь. А я думал, там А он резинка вот есть. здесь скрипит, вон где зажим.
Там надо чуть-чуть изоленточкой. Синей, именно синей изоленточкой надо вот пару этих делать. И ВДшечкой сверху побрызгать. Тогда скрипеть не будет. Я тебе говорю. Вот так обмотать несколько раз. Эту саму петлю. Вот эту петлю обмотать. Но там неудобно, потому что она же такая. Придется вот такой примерно кусочек изоленты отрываешь. И начинаешь заматывать. А потом ВДшечкой. Либо силиконовая смазка. Ну что есть. Не обязательно именно это американское ВД. Вот. Но лучше его. Потому что это топ. Это топ. Недаром он сейчас там в хозмаркете 600 рублей стоит. И вот такая маленькая бутылочка. ВД-40. 600 рублей, ё-моё. Ну все, в принципе. Что и требовалось заказать. А так, ну ничего не горит. Все, зачет. А так заезжай на проверку батареи. Вот самое главное, это батарея в этой машине. Да, батарея до сезона, да? До зимы? Ну, без разницы, как. В принципе, я небольшие деньги беру за это. Вот, это надо в любом случае проверить, чисто для самоуспокоения. Для самого себя надо проверить. И также ЕГР почистить тоже для самого себя. Клапан ЕГР, посмотреть свечки. Ну, как бы обслуживание по двигателю, это по-любому. Дроссель почистить. Ну, вот как у меня 2 видео есть последних, как я Esquire делал. Вот. Ну, не будем нарушать, короче. Я перед отпуском это делал. Ну, скатался без проблем. В принципе, я бы и так скатался без проблем. Но уже зная, что ЕГР чистый, зная, что свечи новые стоят, зная, что масло новое залито. В общем, ну и по батарее тоже, пока не поздно, надо в нее залезть, посмотреть ее состояние. Вдруг она начала уже проседать. Ну как столешница, у меня там пример есть, я привожу столешницу. Столешница просела, с ней надо маленечко поработать. Либо перевернуть, либо тусануть. Пока не поздно. Пока нету прям большого разбоя, скажем, по элементу. Но это мое личное наблюдение, как бы я никого не заставляю это делать. В принципе, хотите, можно, не хотите, можете запустить состояние до того, что потом придется элементы менять. И элементы сейчас дорого стоят. Вот. Я отказался от того, чтобы привозить 50, 60, 70, 80%. 90% ставлю и все. Вот. Как-то так. Почему именно 90? Ну и пусть они не будут недозаряжаться, ну и фиг с ним. Главное, что они новые будут стоять с хорошим процентом, так скажем. Сегодня, кстати, подписчику привет. Вот. С Москвы. О, не тебе. С Москвы написал, говорит, нету такого подхода, как у меня, якобы объясняю там людям и так далее. У них такого нету почему-то. Потому что в Москве любят бабки. А если вот такими копейками заниматься, которыми я занимаюсь, то это мелочи жизни. Вот. Но если каждый день этим заниматься, то и зарплата нормальная. Чего нет? Ладно. Ребят, всем пока. Машинка бегает. Еще, надеюсь, запишем что-нибудь с этим Esquire белым. Ну, четкие вот мне понравились. Вот стоят цикалки. Походу, здесь еще и блины стоят в дверях четкие, да? Ну да, он сабвуферочек. Ну-ка, музыку все. Что-нибудь сейчас музычек прокачаем. Нет, я этот включил. Напомнили оперативных организаций и ведомств уже отказались от использования американских телефонов. Опа. Кстати, это новость хорошая, то есть плохая для тех, у кого есть айфоны, что скоро все пипецом придет айфоном. Давай чуть-чуть музончик прокачаем какой-нибудь, надеюсь, не это самое не попадет в санкционку мою. А то банят мне, нет, ролик банят. О. 50 центов, ё-моё. Еще больше. Как все сабвуферы, ребята, это... Моя маленькая кровать, говорит, да?
конечно. Ну все. В общем, Esquire тоже бывает прокачанный, ребята. Бывает у него обвес крутой. Такой двухэтажный такой обвесик с черными вставочками. Прикольненько, конечно. Зачетно. Вот это тоже у всех одинаковая, да? По-моему. Моделиста. Моделиста? Нифига. Вот эта вот хромированная штучка тоже себе такую хочу. И большой типа керамики. Помнишь, был раньше? Керамика. А где губа? Ну, короче, Че? когда маленькие колеса были, немножко вот здесь поломало. В одну сторону. Ну, и Она ты решил снять, да? Ну, и снял, там лежат. Склеить как-то. Склеить и приклеить назад. Да. Это вообще бабахи, такие хромированные. Такая. Да, моделиста. Грейдер я его называю. Да, Грейдер. Но чем отличие решетки? Вот тут смотрите, какие зубчики у него прямые. Большие зубья. Да? Зубья большие. И вот большая вот такая штука есть. И как у меня поменялось. Ну-ка посмотрим. А, еще вот эта штука есть. У меня тоже, по-моему, есть. Так. А у меня что изменилось? Никакого моделиста нету. Что получилось? Зубья раздвинули. Еще добавили вот на фаре вот здесь. И она шире стала. И пластик стал. Чуть-чуть они хрома меньше сделали. А у тебя слишком часто. Вот тут вот тоже хром у тебя вот здесь. Много хрома у тебя, а у меня меньше. Одну тут посерединке поставили. Здесь вообще хрома нету. И вот они. И ушла, получается, хромированная штучка вверх. Ну все. Вот и все отличие. Благодарю за внимание.